Всем привет, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Алексей. Сегодня у нас будет влог, в котором я расскажу, на что и как я трачу 100 тысяч тенге. Это почти 225 долларов США. Если вам интересно, оставайтесь со мной до конца. Всем приятного просмотра. Но прежде чем я начну свой влог, у меня к вам будет, как обычно, просьба. Тем, кто еще не подписан на мой канал, обязательно это сделайте. Нажмите сейчас на паузу, чтобы потом, не дай бог, не забыть. И подпишитесь на мой канал. Ну а тем, кто подписан, поставьте лайк. И мы начинаем. А начнем мы, пожалуй, с того, что я вкратце расскажу предысторию, почему этот влог родился. Я работаю в компании Avon, то есть я бизнес-партнер компании Avon, кто еще не знает. И у нас была акция для координаторов и представителей. То есть компания разыграла 100 тысяч тенге среди новых представителей. Было условие, если побеждает новый представитель, автоматически побеждает ивонышный координатор. И вот этот ивонышный я и моя представительница победили. Она получила 100 тысяч тенге, и я получил 100 тысяч тенге. 100 тысяч тенге это где-то 233 доллара США. Почему я говорю, буду сегодня все вещи переводить в доллары? Это для того, чтобы те, которые проживают, подписчики в других странах, могли сориентироваться по ценам. Итак, у нас была программа такая заявлена на шопинг с Avon или красота с Avon. И я решил все эти 100 тысяч тенге потратить на себя, на свой гардероб. И у меня это получилось. Первая партия, что я потратил, у меня все здесь лежит. Сейчас я вам все по очереди расскажу. Кто уже видел мои такие подобные влоги, пожалуйста, пристегните ремни, мы начинаем. А те, кто не видел, зайдите в плейлист, где и поищите. У меня есть такие влоги, где я уже показывал свой шопинг. Ну ладно, переходим к делу. Я выиграл 100 тысяч тенге, и я их трачу на одежду. Первое, что я купил себе зимнюю курточку. Она, знаете, она легкая курточка. Я ее купил в Айкике. Знаете, тут история была. Давайте я курточку вам покажу. И, наверное, сразу я ее надену. Не знаю, получится ли вот так вот. Да, вот, в принципе, видно, в принципе, хорошо. Она, курточка, она коротенькая. Вот, у меня сейчас длинная куртка, но я вот решил приобрести. У меня новое оборудование, про которое я тоже вам чуть попозже сниму влог и расскажу. Ну вот такая курточка, как думаете, сколько она стоит? Да, конечно, сейчас, сейчас в наше время все кругом дорожает. Вот, курточку я купил в Айкике. Видно, не вижу резкость. Да, курточка стоила 15 тысяч тенге. Я когда ее увидел, померил, она мне понравилась. Ну, жаба задавила. И я решил, что 15 тысяч для такой курточки, я считаю, дороговато, может быть, даже и в наше время. И все, я ушел что-то там шариться по магазину. Не помню, что я еще купил в этот день. Через неделю я решил съездить опять в Айкики и уже наверняка ее купить. Ну, думаю, ладно, будет 15 тысяч, бог с ней, возьму за 15 тысяч. Ну, сколько можно ждать? И вы знаете, я удачненько зашел, еще раз покажу ценник. Здесь, получается, я ее купил за 9 тысяч тенге. Где-то я перевел, это почти 21 доллар США. И что еще интересно, у них в Айкике есть вот красные ценники, они наклеивают.
Если аккуратненько подтянуть, то можно посмотреть, за сколько они ее пытались еще продать. Вот, почему я люблю вот такие магазины, как Waikiki, De Facto, Gloria. Там много у нас магазинов интересных. Но вот самые основные вот это вот магазины, в которые я хожу. То, что можно купить, в принципе, недорогие вещи и вообще еще и дешево. Вот такая курточка, всего лишь 9000 тенге. Я очень доволен, она мне нравится, она легкая. Но она не для моего региона. У нас, кстати, на днях выпал снежище, наверное, по колено. Целые 1,5 сутки, наверное, валил снег. Вот. Но при температуре минус 15 градусов на улице я в ней хожу, не замерзаю. Но я думаю, что минус 25 градусов в ней будет некомфортно. Я, скорее всего, замерзну. Минус 30 вообще даже не обсуждается. Вот это была моя первая покупка. После чего я понял, еще раз сделал для себя вывод, что не надо торопиться и покупать сразу. Вот увидел ценник и бежать. Но опять же, знаете, в чем прикол? Если вам модель понравилась и вы будете ждать, когда эта модель будет дешевле, то может не хватить размеров. Я же пошел по принципу, если мой размер будет, значит это мое. Если моего размера не будет, до свидания, не буду брать. Вот. Следующее я решил обновить. Это уже было через недели-две. Я опять пошел, и у меня уже шопинг состоялся такой пожирнее. Я себе приобрел, опять же, в Waikiki вот такую вот замечательную шапочку. Хочу сказать, что у нас на рынке такие шапки стоят 2500-3500 тысяч тенге. В Waikiki мне эта шапочка обошлась всего лишь за 1690 тенге, где-то 3 доллара, не 3, почти 4 доллара США. 4 доллара США вот такая вот шапочка мне обошлась. Как вам? Напишите, идет она, мне идет. С курточкой это еще лучше смотрится. Как-то так. Я здесь. Я сразу взял еще вещи, которые вам нужно будет показать. Жарко. Так, шапочку я тоже купил в Waikiki. И вы знаете, что хочу сказать? В Waikiki очень редко мне встречаются вещи, которые мне нравятся. А вот в De Facto мне больше нравится. Но в De Facto вещи подороже, чем в Waikiki. И еще, знаете, что хочу заметить? Что сейчас вот эти вот магазины, у них цены такие же, как и на рынке. Но вещи абсолютно совсем, конечно же, другие. Итак, что я еще приобрел в De Facto? В De Facto я приобрел две, я их называю толстовки. Первая вот такая вот. Я так думаю, что я, наверное, буду сразу мерить и показывать, как это будет на мне смотреться. В принципе, вот такая вот она. Надо без майки ее одевать. Вот, мне нравится, она очень такая симпатичная. Она стоила 9000. Да, сейчас, в принципе, хорошие толстовочки, вот эти вот, они стоят около где-то 9000. Но мне повезло, я, как всегда, попал на акцию, и она мне не в 6000 тенге обошлась. Заметьте, она мне обошлась еще дешевле. Давайте-ка я сниму. И продемонстрирую еще одну. Мне пришлось еще одну вещь купить. Еще одну вот такую толстовочку. Давайте я тоже быстренько померяю. Она тоже... Я еще ее не одевал. Нет, ее надо одевать без майки. Вот, вот такая вот. Не знаю.
Ну, ничего в ней такого, в принципе, сверхъестественного нету. Дело в том, что я выбирал, чтобы она тоже стоила 6000 тенге. Почему? Сейчас это я вам как раз и объясню. Фух. Ой, жарко. Я приоткрыл даже окно, потому что у меня в квартире топят. Вот. Вот эта вот с мишкой, она тоже стоит 6000 тенге. Но в де-факто есть очень часто такая акция, когда приобретаешь две вещи, третья в подарок. Я был с другом, я с ним сразу договорился, давай ты тоже что-нибудь выберешь, чтобы стоило 6000 тенге. И получается, что третью вещь мы получаем в подарок. Получается, что мы взяли, он себе взял вещь за 6000, я взял две вот эти вот замечательные толстовочки. И мы заплатили 12 тысяч. Ну, то есть, по 4 тысячи нам обошлась каждая. Ну, 4 тысячи, извините, хоть магазин открываю у себя в подъезде и продаваю их по 9 тысяч. Так, 4 тысячи это где-то 9,3 доллара. Итак, следующая вещь, которой я хотел с вами похвастаться, это кроссовки. Это кроссовки, приобретенные в магазине Кари. Я, в принципе, магазин не люблю, но в последнее время почему-то стал приобретать обувь там. Вот, я их уже начал носить, они грязненькие, прошу прощения за то, что демонстрирую. Я вот решил приобрести вот такие вот, они зимние. Не люблю белую обувь, но решил кардинально поменять свой гардероб. 100 тысяч-то на дороге не валяются. Вот, и решил приобрести белые, они мне нравятся. И как раз вот сейчас по снегу они не сильно-то пачкаются. Кроссовки стоили 12 тысяч тенге. Мне они обошлись со скидкой всего лишь 9 тысяч тенге. Это у нас где-то 21 доллар США. Ой, ну и не всегда. Следующая вещь, которую я вам покажу, это магазин, господи, сел, как же он называется-то? Gloria Jeans. Вот, но в Gloria Jeans, я думаю, зашел случайно. Думаю, дай-ка зайду. У них редко бывают скидки, по крайней мере, я не попадал. Уже месяца 2 ходил, не попадал. В этот раз мне повезло. Были скидочки. Были скидочки на майки, на шорты, ну, практически на все, на джинсы. Но джинсы были тонкие. Я решил, что я не буду пока брать. Может быть, к лету что-то другое захочется. Я взял вот такую вот темно-синюю маечку. Она, вот видите, с белыми такими вставочками на рукаве и на декольте. Вот, смотрите. Маечка эта в Gloria Jeans стоила 4670. Я ее купил всего лишь за 1800 тенге. Я себе здесь сделал перевод в доллары, чтобы сразу озвучивать. То есть 4 доллара всего лишь это моя. Я не буду уже ее мерить. Вот. Но она мне понравилась. Она мне хорошо так села. Ну, 2000 тенге в наше время хорошего качества майки не... Ну, как не купишь? Я же купил. Значит, и вы купите. Вот, еще одну маечку я взял. Чисто белая. Ну, здесь есть какая-то надпись. Вот. Она стоила 3500 тенге. Я ее купил за 1200 тенге. Алло, гараж. Вот такие цены, да? Представляете? Да, господи ты, боже мой. Ну, майки я и зимой ношу. Так, 1200 тенге это 2, ну, почти 3 доллара. 3 доллара. Ну, и взял я белье. Взял нижнее белье. Тоже со скидкой я взял боксеры. Они стоили 2300 тенге. Взял за 1500 тенге. Цвет мне нравится, симпатичненькие. Вот, обычно я нижнее белье заказываю на AliExpress, потому что на рынке у нас не найти, а вот на AliExpress можно найти разные интересные модели.
И я заказываю там от 600 до 1200. Ну, где-то вот 800 тенге средняя цена на Алиэкспресс я трачу. Но тут вот решил, раз думаю, со скидочкой. И вот такие вот еще боксеры вот такого вот цвета. Мотоциклисты. Стоили они 200, я взял за 1200 тенге. Вот, вроде бы все я вам рассказал, все я вам показал. Любите шопинг. В наше время это интересно. Это, если у вас есть такие большие магазины, ходите в них, выкраивайте. Я не знаю, вот почему, дойдет ли у нас на рынке когда-нибудь до предпринимателей, что современному миру, современной молодежи нравятся вот такие вот предложения, когда купи 2 вещи, а 3 в подарок. Очень нравится, когда устраивают вот черные пятницы, когда можно, я не знаю, вот майку, которая стоила 4000, почти 5000, купить ее всего лишь за 2000. У нас на рынке такого нету. Конечно, они делают какие-то скидки, но, знаете, я на рынке уже вообще, вот как открылся у меня в этом году большой торговый центр, я стал ходить только в него. Дорогие мои, еще раз хочу похвастаться, принимаю ваши поздравления, пишите в комментарии. Я выиграл 100 тысяч тенге, это было еще месяца 1,5, наверное, назад. Я их получил, но я их еще не тратил, вот только начал тратить и решил снять вот такой влог и показать, на что я их трачу. Я их буду тратить полностью на шмотки, поменяю весь свой гардероб. Ну, не в корень, ну, сами понимаете, 100 тысяч это, конечно же, небольшие деньги. Можно купить куртку за 30, обувь за 30 и пипец, и больше нету 100 тысяч. Вот, 100 тысяч тенге. Я первую партию потратил, это я посчитал. Это 33 тысячи я уже потратил. У меня еще 70 тысяч, учитывая, что я трачу на вот такие вот красные ценники. Я думаю, что мне еще много предстоит купить. Вот, 33 тысячи я потратил, это 77 долларов. У меня еще в запасе деньги есть. На этом у меня все. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Всем пока-пока. Пока.